Бикапари. Ну, что, хорошенький. Что? На улицу хочешь? Погулять хочешь? На, бикапари. Это жеребенок, двухлетка. Вот. Мать у нее пулька. Отец это арабский жеребец по кличке Балет был. Вот. А назвали ее Бикапари по-татарски, так как Бика это хозяйка, переводится дословно в русский перевести, а пари это как спор, идет английское слово. Вот. И как бы хозяйка призов. Так что надеемся, что будет участвовать в сабантуе на скачках. Немножко ускорься, на рысь перейди, пожалуйста. На рысь перейди немножко, ускорься. Тихонечко, побыстрее, побыстрее пойдет, много рысью пойдет, а ты держись. Пошли, 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 немножко ускорились. О, хорошо. Нормально, отлично. Я родился, вырос в Ижевске, в окрестностях от речки Пирогово, и все мое детство прошло с лошадями. Где-то, как себя помню, лет 6 я уже пас лошадей. И что сейчас хочу передать своим сыновьям, внукам и подрастающим детям, и чтобы немножечко любили и уважали лошадей. Отец у меня был столеваром, а после военных лет, уже после войны, вначале как бы трудно, тяжело было, и завел лошадь, и на лошади работал. А по вечерам и в ночь мы, человек 15-20 ребят нас в детстве, пошли вот на речке Пироговка, здесь самолет в совхозе, где учебный аэродром, там пошли лошадей в ночь. Шагом, Романтик, шагом. Шагом. Детство веселое, интересное, бурное было. Вокруг послевоенные годы от Юшки до Ижевска разгружали. Ижевск завод не успевал принимать эти сталелитейные. Разбитые танки, пушки, пулеметы, ИСКРЛ. А мы, пацаны, еще ночь стоит, они вываливают. Вот носим. Я лично сам тоже находил руку в кожаной перчатке, там кости только были, с пистолетом, ящиками патроны находили, автоматы, ружья, что только, пулеметы разбитые. Их на переплавку везут сюда, завод не успевал принимать, а составы идут, вагон освобождать, их надо вокруг железной дороги, вот от Ижевска, от вокзала дальше от Стара, до остановки Юськи, село, вот до Пугачева, туда их выгружали вокруг этого, рядом с рельсами, линиями. А мы делать-то нам интересно, что нам по 9, по 10 лет. Везде лазим. То губную гармошку найдешь немецкую, то штык там что-нибудь. Все интересно, все любопытно. Не забыл, хоть голодный, но жить-то надо, хоть картошку кушали. Хлеба не хватало, по карточке давали. Сидим лошадятам, он поет у меня, вот с Пироговской, мальчик двое, друзей-то были. Чьям поты и няню, а поезд, но кошки кушать, говорит, хочется, а хлеба нет, а поезд, говорит, что поет. Вот видишь, вот такие ведь не от хорошей жизни попали, пели-то песни. Вот такие были времена.
Везде лошадь была всю жизнь. А лошадь, она ведь с испокон веков и у татар, и у русских, и у всех населения в мире. Она как первая помощница человеку. В царские времена, когда строили вот железоделательный завод и прочее, вот с окрестностей Агрызского района, Мензелинского, царским указом посылали татар работать. У кого лошадь есть, он в год должен был месяц отработать на восстановление сталелитейных заводов. Возили лес, руду, уголь заготавливали, строили. Строительство Ижевского завода было заложено в 1760 году, то есть это получается 18 век, со строительством завода, и потянулись татары из Агрыза и из Агрызского района на Ижевский завод на работу. Работали и на железоделательном заводе. Дано было разрешение на поселение в заречной части. То есть это там, где сейчас находятся корпуса уже Ишталь, администрации Иштали, цехов. Вот там как раз-таки и располагалась татарская слобода. Администрация завода очень хорошо относилась к татарам, как к хорошим работникам, как к трезвым работникам. Допустим, в понедельник после выходного дня на заводе опустошались баки с водой, да? То есть люди попросту опохмелялись, да? А вот татары не пили. Работали оружейниками, работали мастеровыми. Известно несколько имен на сегодняшний день по архивным документам. Первым доктором в Ижевском заводе был татарин. Звали его Габдель-Кафи. И от него уже пошла в дальнейшем фамилия Габдиковых, род Габдиковых. Так вот, доктор Габдель-Кафи лечил не только служащих Ижевского военного гарнизона Ижевского завода, но и всех жителей Ижевского завода, и русских, и удмуртов, и татар в том числе. Нашей фамилии с момента приезда первого предка в Ижевск около 215 лет родословно. Не около, а точно, 217 по нашему, 215 по музейному. Да. Габдель-Кафи, который приехал в Ижевск сюда, Да. получается, в каком, 19 веке, да? Нет, официально считается, в 1800 году он приехал. 18 век. Завод пошел в 1762 году. Вот он в Заводскую Слободу сюда переехал. В Агрызе он женился на татарке и приехал сюда. Сам он араб. Ну, человек был активный, так надо полагать. Трудно сказать. Он Какие пути его? Да, через Болгарию попал в Россию. Человек был активный, видимо, он не умещался в рамки закона, и это были ссыльные места. Вот. Занимался какой-то деятельностью, может, революционной. Была выписана вот мужская линия, это вот его сын Габдель-Кафи, это его внук. Это пошли уже более близкие наши предки. Это наш прадед, это наш дед Дауд. Вот Дауд, наш дед Дауд. У него было
13 детей. И От этих вот детей уже мы пошли. Да. Наш дом, который построили, в котором мы родились и жили, он был практически почти последний еще тогда. Дальше города не было. Вот. Вдалеке, в лесу, стояла мечеть, которая вот сейчас соборная мечеть. Вот. Потом, значит, дальше начали расстраиваться, а мы уже подросли, и когда ходили купаться, сначала через лесок, а потом, значит, сосняк, там я хорошо помню, редкий соснячок, и немножко в отдалении мечеть. И вот мы по сосняку вниз сразу шли на Перовку купаться. ну, у меня врезалась в память другой, где-то вот 54-55 год, это когда плотину, частично прорвало плотину и затопило весь этот район. И когда дома плыли прямо вот это, и на крыше домов там курицы, Козы. да, кошки сидят, и все это плывет, вот, иш разлился и за плотиной. И это было ужасное зрелище, и в моей детской памяти вот это все осталось. Это было, да. Это вот как раз затопило чуть ниже того района, где жили наши предки. Зареченский, Но мы как раз на горе Первомайский жили. районы. Первомайский Прямо район. на горе, поэтому нам это не страшно было. Невозможно рассматривать без Татарбазара. Абсолютно. Это уже единое целое. Это особый свой колорит, я бы даже сказала. Придает Ижевску существование Татарбазара со всеми его традициями. Есть еще такая поговорка: едет бешеный, весь татарами обвешанный. Это 11-й автобус. Слышали об этом? Это как татарская деревня, маленькая татарская деревня, потому что улицы даже вот в основном татары. Ну, общаемся, не стесняемся, все. Когда надо, по-татарски общаемся, если русские или удмурты, по-русски общаемся. Это вот самый старинный, вот самый натуральный уже. Тут, видите, даже уже в таком виде он мне мал, я не одеваю, просто уж так на память я привезла из деревни. Бабушка 901 года была, так уже больше 100 лет. Ну, тут ничего не делается, видимо, качество хорошее, вот сама ткань-то. Еще вот такие платки были у бабушки. Я их тоже это не ношу, да, просто так вот привезла уж это на память. Это уже моя бабушка вот такие носила. Свое детство я с бабушкой жила. Она просто вот, когда ей тоскливо было это, да, она возьмет это вот свои все эти, ну, книги там, религиозные вот книги, все эти песни там были множаты. Она возьмет, когда ей тоскливо, вот сидит там это одна, так напевает, вот напевала. При таких случаях я только помню. Особенно после смерти дедушки она это часто к этому возвращалась от тоски.
Кар түшерді, оғарыр бұ жерлер, изге ой туарда, яқтырыр көңіллер. Хариге мұң оғар, хам керер бисмилла, тәсбихлар тартылыр, Субхан Алла. Хариге нуриңер, хам керер бисмилла, тәсбихлар тартылыр, Субхан Алла. Если дословный перевод, выпадет белый снег, все станет кругом бело, зайдет луна, придет такое время, что в каждый дом войдет это добро. И вот слово еще это здесь религиозное, это бисмилла, это вот с этого начинается все. Каждое утро из мечети будет звучать вот это слова Аллаха, и люди станут добрее, пьяницы, в общем, это не будет, отрезвеют, что ли так вот. И не будет в мусульманских это странах, не будет войны, не будет, в общем, и не будет войны, не будет войны, придет такое время, и вот люди станут это добрыми. Уважаемые братья и сестры, Альхамдулиллахи Раббил Алямин, сегодня великий день, день Курбан, Байрам Ид аль-Адха аль-Мубарак. Аллах Та'аля, Альхамдулилля, Аллах Та'аля дал нам такую милость, оказал милость нам, свою милость, что мы сегодня собрались в Бейтуллах, в доме Аллаха, возвеличивая его, говоря слова такбиры: Аллах Акбар, Аллах превыше всего, Аллах величественнее всего. Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Раббим Аллах, өзің ризалығың үшін қылған ғибадаттарымыздан. Может быть, это модно сейчас просто. Я более в религиозную сферу не выдавалась. То есть меня более интересует в данный момент культурная сфера. Раньше, да, мне было интересно. Я ходила на арабский, я ходила в мечеть. Даже тогда это было модно. Набирало популярность. Очень много было молодежи, очень много русских девушек. Приходили, и они были более, как это сказать, более строгими в правилах поведения своего, чем исторические мусульманки. То есть это как данность есть и есть. Надо соблюсти определенные традиции, значит надо. Они важны, они нужны, и я буду о них детям рассказывать. Ну вот. То есть, ну, они должны быть, и поэтому я их воспринимаю так. Все-таки не все татары мусульмане, и не все мусульмане татары. Да, ислам, да, это моя родная культура, но как таковой прям активной позиции в нашей семье много-много лет, я бы сказала, нет. То есть мы не носим платков, мы не носим, у нас не все так строго. Мы, получается, как это грамотно сказать, этнические мусульмане. То есть мы вроде как относимся к исламу, но не строго его соблюдаем. И когда я работала в школе, в мечети, ислам для меня через детей открывался просто поразительно. И когда я также провожу урок, например, изобразительного искусства, я говорю, нарисуйте портрет друга или сестры или мамы, и они мне рисуют не характерные для вообще других детей рисунки, там, без изображения черт лица и так далее, без деталей, потому что в исламе запрещено изображение человека.
нужно будет, когда разделишь вот 1/3 часть, наверное, нужно будет отнести, во-первых, тем инвалидам, которых ты знаешь, это раз. Вот. А затем Олесе нужно, наверное, тоже организовать, отнести. Ну и еще, смотри сам, ты больше меня знаешь. Это обязанность каждого мусульманина. Я думаю, в Курбан-Байрам приносить жертвоприношения. Либо резать барана, либо присоединяться к корове. Там корова на 7 человек обычно режется. Давай ты сделай, я пока делаю вот так. Закатаю. Ураза и Курбан-Байрам. У нас самый большой праздник. Курбан-Байрам, вот овечки или что, или корова режешь. На это праздник-то. Коран, он как бы человеку типа конституция или кодекс, как должен человек жить на земле, от чего берегаться должен, чему поклоняться должен. Дед был, у него свой медресе была, своя мечеть, обучали ведь там и светской жизни и обучению, и в основном всем азам ислама, и как Бог и Коран требует вот эти все каноны и пожелания Бога Аллаха доводить для людей, для детей. И вот этим воспитание шло с детства. Что родителей почитать надо, пожилых почитать надо, родственников. Как и в Библии ведь, христианской. Вообще положено друг другу помогать в любой ситуации. Даже вот если кто-нибудь заболеет или в больницу попадет, тут же сразу объявляют, или на хутбе, или как, или по объявлению. И все мусульмане собирают деньги для лечения, или после пожара, вот, например, то же самое. Кто-то идет, помогает просто руками, кто-то деньгами. О, Марат. Салам алейкум. Как дела? Нормально? Нормально? Молодец. Вот мясо тебе, Курбан, привезли вам, ладно? Марат, кулана берег, если Держи, это Аллах опять делает. Мясо, ладно? И делай Аллах опять. Аллах опять делает. Это вот баранина. А вечером я еще вам говядину привезу, ладно? Потому что говядина еще не готова. Еще кому-то надо это самое. Нет, мы раздадим, у нас есть, да, есть. Это. В общем, вот благодаря вам сделала полисадник. Страна Россия, что в дружбе живут, и в тяжести народ только крепчает, и взаимопомощь получается. Вот я в детстве помню, вот в трудные времена, какая сплоченность была, какие праздники все проводили, удмуртские, русские, татарские, все вместе. Ну, дружно помогали всем, тяжело нет. Если дом какой-то строится, там придут, вот соседи вот помощь созвали, все это, дом построили, помогли все делать. То есть не делились, русский, татарин, русский, удмурт, друг другу помогали, и знали, всем тяжело, все одинаково жили. Вот нам Василя изготовила, испекла татарские национальные ишпышма.
Она всегда у нас хорошо готовит. И все. Не только по праздникам, и в будни. Не знаю, может быть, невкусно, но бывает иногда. Все равно говорят вкусно. Вкусно. Часто. У моих родителей, у моих абики, бабайки, вот дедушки, бабушки очень сильный характер. Много дали мне они. То есть они мне показали, кем я могу себя считать и кто вообще есть я. Татарский народ для меня это прежде всего гордость. Это мои предки, которые чтят свою культуру, чтят своих родственников, обязательно старших. Ну и, конечно, татар-базар. Мое родное, это мои корни. Чувство не гордости, я думаю, мне просто приятно, что я могу с достоинством об этом говорить, что да, я татарка, я не стесняюсь этого, я хочу быть причастна к этой татарской культуре. Когда ты слышишь татарскую песню из окна машины, или когда ты слышишь татарскую речь, когда едешь в общественном транспорте, татарскую речь у молодежи, думаешь, ух ты, здорово, да. Раз, два, три и четыре. Два, три, четыре, пять, шесть и семь и восемь. Прикидаем.